Весна не придет. Но это утверждение явно не для нашего студенческого телевидения. Уж мы-то ее точно дождемся. Но пока не замерзли окончательно, начинаем выпуск новостей. Здравствуйте, с вами Любовь Филиппова. В среду в главном корпусе встретились те, кто желает личностного развития, как никто другой. Школа студенческого актива «Форсайт» открыла уже 5-й сезон. Около 150 участников, 32 тренера и 24 успешных проекта «Форсайта» уже позади. Цифры серьезные, но оправдывают ли они себя? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим все плюсы и минусы этого проекта. Знания о студенческом самоуправлении, реализация собственных проектов, тренинги личностного роста – вот что дает эта школа. Каждый сезон она принимает около 40 студентов. На еженедельных занятиях тут борются со страхом перед большой и незнакомой аудиторией. Я хочу подняться в личностном росте. Я очень стеснительная, и я хотела бы перестать стесняться. Зачем пришел на «Форсайт»? Чтобы заглянуть в свое будущее. Скажите, а вы принимали участие в школе студенческого актива «Форсайт»? Вы знаете, я 5 раз пыталась, но ни разу моя заявка не была одобрена. Я хотела научиться чему-то новому, развить свои лидерские качества и завести кучу знакомств и друзей. Друзей нет. Вместе с тем, из-за такого количества участников нет возможности всех наделить лидерскими качествами и дать достаточное количество практических навыков, нужных практических навыков. Пытаемся понять, что такое циферблат, и запомнить людей побольше. Я кричу цифру в надежде, что кто-то отзовется и встретится со мной в 3 часа. Я жду, пока освободят скотч. За время существования школы студенческого актива защитилось 24 проекта, а успешно реализовалось 9. Это школа успеха, зона комфорта, лига КВН, поэтический марафон, модель ООН. Что-то еще было реализовано. Так, сейчас я вспомню. Первый выпуск, кто у нас? Первый выпуск выпускниками были. Так, этих сказала. И только вот составляя смету своего проекта, губу сильно не раскатывайте. Обычная сумма до 10 тысяч рублей. Вот это прям такой потолок. В связи с тем, что школа «Форсайт» существует с 2013 года и объявляет о новом наборе каждый семестр, постоянно требуются новые тренеры. И чем дальше, тем они менее опытны и профессиональны. Однако, благодаря желанию бывших выпускников получать опыт публичных выступлений, тренерами становятся и сами студенты. Они должны были презентовать свои мастер-классы и немножко ввести в тему. И мы говорили им, что они правильно делают, что неправильно делают. Да? Здесь нужно подправить, по-другому работать с аудиторией. То есть они тоже проходят обучение, и это для них очень тяжело дается. То есть они, правда, работают над собой еще больше, чем работают участники «Форсайта». Конечно, это нормативно-правовая база органов студенческого самоуправления. Будем студировать федеральные законы с нашими участниками. Все-таки стоит признать, плюсов у школы студенческого актива намного больше. Да и атмосфера настолько дружеская, настолько душевная. Пусть и выгоняют после 2 прогулов. Анна Зубарева, Дмитрий Степановский, студенческое телевидение СГУ. Волонтерство – это не только возможность кому-то помочь, но еще и возможность прикоснуться к новому миру. Например, миру биатлона. Наша студентка Анастасия Шахтерова стала единственной представительницей СГУ, побывавшей на чемпионате Европы, который проходил в Тюмени. Я туда попала неожиданно, попала тогда, когда уже все заявки были приняты. Я сидела дома на каникулах, смотрела биатлон, и Дмитрий Губерниев сказал, что совсем скоро чемпионат Европы будет проходить в Тюмени. Я решила попробовать туда попасть. Долго искала группу, после чего связалась с координатором в Тюмени, и меня взяли. А у нашего университета появился первый подготовленный в СГУ мастер спорта по легкой атлетике. Такое звание получила Екатерина Русинова, пробежав дистанцию в 400 метров за 55,3 секунды. Мне удалось попасть на одну из тренировок Кати и не только побеседовать с ней, но еще и позаниматься вместе с спортом. Итак, мы находимся сегодня на центральном стадионе, на легкоатлетическом манеже. Пришли в гости к Екатерине Русиновой. Катя, привет! Поздравляем тебя с мастером спорта. Спасибо, привет. Сейчас я знаю, что ты учишься на магистратуре, на 1-м курсе, на специальности экологии и природопользования. Собираешься связывать свою будущую профессию с этой специальностью или видишь себя в спорте? Вообще мне хочется видеть себя в спорте.
Вот. Но учусь пока, посмотрим, что дальше будет. Не загадываю. То есть твое вот идеальное будущее на какое? Ты спортсменка и этим зарабатываешь на жизнь, да? Вообще хочется так, да, в идеале. Ага. Также я знаю, что ты до того, как поступила в университет, 12 лет, аж 12 лет занималась танцами. Потом пришла в университет и сменила их на легкую атлетику. Как возможно такая замена? Ну, вообще, я дома, да, у себя занималась танцами. Я приехала сюда на первый курс, я тоже пошла заниматься танцами. Вот. Ну, как-то у меня не срослось, там новый коллектив, и меня как-то не приняли. Потом у нас была спартакиада первокурсников, я пробежала там, даже прыгала, и мне позвонили, сказали, что можешь прийти, хорошие результаты. Я пришла, но только через полгода уже, вот. Ну, можно было, конечно, раньше прийти. Смотри, в своем интервью информационному агентству «Вербум» на сайте, который мы прочитали, ты говоришь о том, что перед соревнованиями тебе пришлось провести психологическую работу над собой, чтобы поверить в то, что победа возможна. А что за психологическая работа над собой? Что ты делала? Ну, вообще, мой тренер как бы со мной больше проводил эту работу. Я сомневалась, бывало, в себе, что а вот я смогу там, или а вот у меня такие соперницы, а вдруг они меня выиграют. Ну, там такое вот было. И он мне всегда говорил, ты одна, и ты, ну, только ты дорожка, и больше никого нету. И только ты, ну, должна смотреть только за собой, ни на кого внимания не обращать, и все. Ну, и я как-то стала больше абстрагироваться от этого всего и чувствовать только себя, и все. Ну, каждый человек, наверное, себя анализирует, проводит самоанализ, и что-то в себе такое находит, что ему мешает. Ну, может быть, у меня есть, конечно, психи свои какие-то, что я иногда, бывает, что-то, может, не получается, я там начинаю взбрыкну как-нибудь, да пошло оно все, не буду это делать. Вот. Но я все равно, я быстро отхожу и иду дальше, и начинаю делать это снова. А бывало такое в спорте, чтобы вот легкой атлетикой ты занимаешься, и вдруг у тебя что-то не получается, переломный такой момент, и ты понимаешь, что, может быть, тебе уже не надо этим заниматься, а ну его, пойду я на танцы, которыми занималась раньше. Не было такого? Нет, такого не было, я каждый день иду сюда, и мне каждый день, ну, бывает, конечно, что не хочется что-то делать, что-то лень, но вот заставляешь себя, и потом как-то даже лучше становится. Почти каждый день проходят тебе тренировки, я так понимаю, да? Да, у меня каждый день, ну, кроме четверга иногда, и, ну, кроме воскресенья, в четверг я, бывает, тоже прихожу. То есть всю неделю практически в спорте? Ну да, каждый день. Как у тебя хватает времени вообще на отдых? Оно вообще есть, это время? Да, есть. Как ты его проводишь, как ты отдыхаешь? Предпочитаешь поспать лишний часок в кровати? Или... Вот нет, спать я вообще, я бывает даже очень хочу поспать, чтобы там хотя бы до 10, там, ну не знаю, у меня не получается. Я в 8, в полдевятого я уже встаю, я уже готова что-то делать, мне уже надо куда-то идти, что-то там, я не знаю. Но я вообще, если есть свободное время, мы стараемся сходить куда-то в кино или там в кафе, погулять. Ну, то есть я не сижу дома так вот. Так, вопрос в кафе. И вопрос, наверное, от всех девушек, которые смотрят наши выпуски. Есть у спортсменов какой-то специальный рацион питания? И позволяешь ли ты себе какие-нибудь вольности, какие-нибудь приятные, но вкусные продукты? Конечно, позволяю. Я постоянно... Ну, у меня нет такого, чтобы я себя ограничивала в чем-то конкретно так. Вот, я всегда ем сладкое, я всегда ем булочки, ну и сама тоже пеку, и поэтому, не знаю, у меня нету каких-то таких сильных ограничений. А сейчас немного заглянем в будущее. 1 апреля в СГУ снова пройдет фестиваль КВН. Места в зрительном зале занимать еще рано, но КВНщики уже пишут шутки. В игре впервые поучаствуют команды из УГТУ и Академии госслужбы, так что лига меняет свой статус с университетской на межвузовскую. Концепция нашей лиги будет заключаться в кубковой системе. А в каждой игре команда-победитель будет получать кубок, который позволит им пройти в самую важную игру, Кубок Кубков, которая будет определять победителя лиги СГУ имени Петерима Сорокина. А университетская сборная Тыры-Пыры после сочинского фестиваля прошла в Рязанскую лигу. Следующая игра в регионалке у ребят 18 марта. Тоже фестиваль, где они будут бороться за выход в сезон. В итоге шутки ребят можно услышать уже и в Сыктывкаре, и в Рязани. Но и этого им мало. Ну, наверное, это интересно для общего развития. Так скоро еще будет не только лига в СГУ, скоро будет еще и республиканская лига, которая заново открывается, поэтому придется даже играть и там, также отдельной командой. Мы с нее начали, поэтому как-то не хочется останавливаться. Это так-то дополнительное развитие, проверка материала какого-то. И это просто в кайф. В университете
университете будут учить делать качественные концерты. Для этого открывается проект «Art-Mart». С 10 числа для студентов проведут мастер-классы по режиссуре, сценическому мастерству, дизайну и продвижению в интернете среди спикеров как профессионалы, так и студенты СГУ. Проект «Art-Mart» он создан для того, чтобы ребята искали новые форматы проведения мероприятий, привычных мероприятий. Потому что, я думаю, всем нам надоели однотипные концерты с бесконечными танцевальными номерами, вокальными номерами. Вот ребят будут профессионалы учить делать мероприятия новых форматов, действительно качественно. Но попасть на мастер-классы получится не у всех, места ограничены, всего по 3-4 человека от каждого института. А вот итогом занятий станут дни институтов. Их посетит специальная комиссия и решит, кто справился и сделал самодеятельность профессиональнее. Весна – это первый намек мужчинам, что пора готовить подарки к 8 марта. Наши корреспонденты узнали, каков он идеальный подарок, по мнению мужчин и самих девушек. Нет секрета в том, что подарили девушки на 23 февраля своим защитникам. Но что же нам ждать на 8 марта? Зуб за зуб, око за око или нормальный подарок? Что нужно девушке на 8 марта? Цветы и коробку конфет. Любви. Это сугубо индивидуально, у каждого своя девушка, поэтому подарок должен соответствовать. Фломастеры. Я считаю, что в первую очередь надо подарить цветы. Большой букет красных роз. Ну, никакой, как обычно дарят, допустим, цветы там или что-нибудь такое неожиданное. Можно подарить сертификат в Чинобону. Вот на самом деле офигенный подарок. Во-вторых, можно подарить коробку конфет. Цветы, разумеется, что еще? Можно конфеты, без коньяка только. От любимого мужчины ничего особо не нужно. Любовь. Потом организовать ужин при свечах. Пока девушка спит, сделать ей прекрасный ужин, приготовить очень много вкусной еды, потому что девушки, я как понимаю, очень любят есть, и положить ей цветочки. Много очень цветочков, все будет красиво и ей понравится. Хотелось какой-нибудь милый подарочек получить в виде украшений. Почему бы нет? И это будет идеальный подарок на 8 марта. Мужчины, если вы еще не определились с подарком на 8 марта, поспешите, время тикает. А что, скоро 8 марта? На этом студенческие новости подошли к концу. С вами была Любовь Филиппова. Дорогие девушки, а вас поздравляю с наступающим праздником. Весны вам! И мужчин с остальным характером. Lit.